О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Объединяя всех якутян, глава республики Айсен Николаев озвучил 6-е ежегодное послание Госсобранию Юлтумен. Какие сферы в фокусе особого внимания главы? Газовая промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня Сахатранснефтегаз отмечает 20 лет со дня образования. А 25 лет со дня основания отмечает Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики. Сколько кадров для госслужбы подготовлено за это время? Факультет довузовского образования и профориентация СВФО проводит курсы по подготовке к ЕГЭ. Курсы посещают не только выпускники этого года, но и прошлых лет. Как попасть на занятия? В Ленске начались новогодние утренники. Городское управление культуры организовало сразу 3 праздника. Один из них для детей, чьи отцы находятся в зоне спецопераций. Объединяя всех якутян, глава республики Айсен Николаев озвучил 6-е ежегодное послание Госсобранию Юлтумен. По его словам, новый 5-летний этап развития станет временем необратимых изменений и больших преобразований. Обо всем по порядку в материале Петра Васильева. Глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Первое, на что глава Якутии обратил внимание, подводя итоги уходящего 23-го года, это устойчивость экономики республики, подчеркнув вклад региона в укрепление экономического тыла страны и преодоление беспрецедентных санкций. Валовый региональный продукт за 23 год оценивается не менее чем в 2,3 триллиона рублей, а его реальный рост составит 3,5%. Якутия – первый регион в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. При этом растут и собственные доходы консолидированного бюджета, которые достигли в этом году рекордного объема в 255 миллиардов рублей. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом. Экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Из года в год обновляются рекорды по добыче нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Развитие Арктики, появление горнопромышленного кластера, атомной станции малой мощности, строительство дорог, отметил Айсен Николаев в ходе ежегодного послания. Стратегическая задача на ближайшую перспективу – это ускорение строительства автодороги Яна, которая свяжет огромные территории от Найбы в Северно-Ледовитом океане до Хандыги на федеральной дороге Колыма с выходом к Охотскому морю. Промышленный рост оказывает сейчас прямое влияние на качество жизни населения. Программа газификации реализуется опережающими темпами. Количество районов и населенных пунктов увеличено за счет того, что подключаются таковые по уходу трубопроводной системы. В ближайшие месяцы стартует строительство Ленского моста. Ввод объекта запланирован на 2028 год. Айсен Николаев отметил, что в этом году с завершением проектирования получены первые решения по объемам федерального финансирования. Также сформированы земельные участки и переустроены инженерные сети. 50-м мостом, построенным в республике за 5 лет, стал новый мост через реку Нюя в Ленском районе, который открылся 7 ноября. В следующие 5 лет должно быть построено еще 50 новых мостов через реки Якутии. Патриотическое воспитание молодежи – залог будущего Отечества. Этому важному аспекту в своем послании глава региона уделил отдельное внимание. Айсен Николаев поручил правительству региона ускорить создание молодежного центра «Патриот», миссией которого будет координация всех форматов патриотического воспитания, развитие добровольчества, информационного сопровождения, работы с молодежью. Мы планируем то, что данный центр будет расположен в городе Якутске и будет в центре, наверное, да, и будет как-то в этом направлении со всеми очень плотно работать, особенно по межведомственным направлениям. В фокусе внимания не только лечение, но и сбережение и укрепление здоровья якутян. Айсен Николаев поручил расширить работу мобильных бригад во всех отдаленных и труднодоступных местах республики, усилить узкими специалистами с возможностями проведения экспресс-диагностики и оказания специализированной медпомощи. В числе задач на следующий год в сфере здравоохранения технологическое перевооружение и цифровизация отрасли. У нас есть планы как раз по развитию активного долголетия.
поставлено в своем послании, Александр Сергеевич сказал, что будут поддержаны муниципалитеты, у кого будут проекты по развитию активного долголетия. Это очень хорошо. У нас есть ряд проектов, которые мы будем уже совместно с республикой выполнять. И я думаю, в 2024 году вы увидите первые результаты. Особое внимание в социальной политике следующего года уделять детям. Глава Якутии объявил наступающий 24-й годом детства в республике. Главными направлениями станут полный охват углубленной системой диспансеризации, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка и, конечно, создание здоровой среды и условий для их физической активности. Это всестороннее развитие наших детей. Поэтому вот аналог Пушкинской карты, который распространяется для подростков и молодых людей с 14 лет. И такой же будет аналог карта юного жителя Якутии для детей с 7 до 13 лет включительно. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что ни один ребенок в регионе не останется без внимания. И с вкладом в каждого маленького жителя Якутии будет увеличиваться и вклад в развитие будущего республики. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Послание Айсена Николаева Госсобранию Юлтумен стало главным событием. Сегодня прямую трансляцию нашего канала увидели жители всей Якутии. И вот какие мнения звучали в Нерюнгринском районе. То, что понравилось, это обращение нашего главы Айсена Сергеевича Николаева. То, что он как бы уже уделил свое внимание на наш район, и очень понравилось обращение про газификацию. Для себя я могу сказать, что мне очень понравилось, что объявили год детства. Вообще детству уделяется и так очень много внимания. Я знаю, что у нас в городе, в районе ремонтируют больницы, ремонтируют школы, закупают всякие оборудования, компьютеры и так далее, чтобы детишки могли развиваться, быть современными, коммуникабельными. Вот. А тут вдвойне будет приятно, если будет еще большое внимание тем же самым нашим детям и одиноким мамочкам. Это ж приятно. Но прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат Госсобрания Юлтумен Алена Николаевна Атласова. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня глава региона выступила с ежегодным посланием. 24-й год объявлен годом детства. Вот особое внимание должно быть уделено не только детям, но и семье в целом. Так, в год детства, исходя из послания, будет начата комплексная работа по развитию инфраструктуры, летнего отдыха и занятости детей. Появятся также и меры финансовой поддержки для молодых и многодетных семей. Вот согласны ли вы с главой в плане выбора детей как приоритета развития на будущий год? Конечно, послание получилось близким для каждого якутянина, потому что семья и дети, конечно, самое ценное, что есть в нашей жизни. Об этом сказал Владимир Путин, наш президент, в прямом эфире. И то, что год 24 у нас будет год детства, конечно, всех нас радует и вдохновляет. В то же время мы ожидаем 8-е международные игры детей Азии. И по 24 видам спорта дети будут соревноваться, приедут много гостей. И, конечно, инфраструктура, вот как вы назвали, детского отдыха будет развиваться. Появится карта юного якутянина, соответственно, с 7 до 13 лет. Дети могут не только посещать культурные заведения, но и в то же время секции, платные секции оплачивать. Ну, то есть по всем направлениям будет развитие, чтобы наши дети росли счастливыми и в безопасности. Ну вот в этом году наша республика стала регионом-миллионником. Конечно, крепкие семейные ценности позволили достигнуть Якутии рубежа в 1 миллион жителей. Вот как отметил глава, Якутия лидер на Дальнем Востоке по рождаемости, а во всероссийском рейтинге занимает 7-е место. Вот как вы считаете, стратегия правительства республики, направленная на демографический рост, будет продолжена дальше? Но это результат системной работы, которую начал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Он на семью обращал большое внимание. И, соответственно, та работа, которая ведется в нашей республике, ну, представьте только, 2018 года за 5 лет на поддержку семей с детьми направляется 27 миллиардов. То есть в 7 раз выросла вот именно в этом направлении поддержка.
И не дожидаясь вот объявления Года семьи в Российской Федерации, на последней сессии народные депутаты поддержали инициативы главы. Республиканский материнский капитал у нас увеличен в 2 раза, 300 тысяч рублей. Поддержка молодых семей, которые образуют семьи и будут рожать первых детей. И, конечно, демографию делают многодетные семьи, потому что каждая 5-я семья в Якутии многодетная. Я думаю, что в год семьи в Российской Федерации, в год детей в нашей республике, семьи получат хорошую поддержку, должны получить. Ну вот также сегодня в послании были затронуты социально значимые темы, вот такие как здравоохранение, здоровье и сбережения, говорили вот по теме СВО, по поддержке семей. Вот как вы оцениваете эти векторы, ну и какой тезис вам, может быть, больше всего импонировал? Но больше всего глава в своем послании говорил о благополучии жителей республики, да, то есть каждого жителя. Это относится к каждой семье. Соответственно, то, что вот у нас указ, подписанный главой в первый же день после вступления в должность, это борьба с бедностью. И вот эти меры, которые указаны в данном поручении правительству, да, и сейчас проектный офис будет работать, то это должно дойти до каждого якутянина. Ну вот касаемо работы депутатского корпуса на будущий год в плане поддержки детей, какие, может быть, законопроекты новые планируете разрабатывать или уже есть какие-то обсуждения на будущий год? Конечно, это прежде всего поддержка многодетных семей, как я сказала, да, и я думаю, что те меры поддержки, которые работают у нас в Якутии, они должны продолжение иметь, да? Соответственно, они должны финансироваться. И помните, у нас недавно был Год матери, и те начинания, которые были тогда, они будут продолжены в Год детства. Я думаю, что наши дети, поддержку их, да, чтобы они росли в счастливой семье, благополучной семье, мы все будем вместе стараться и работать. Ну вот касаемо самого послания, вы находились как раз-таки в зале. Какая была атмосфера, чтобы вы отметили, что говорят ваши коллеги, может быть, о послании главы? Но многие сказали, что вдохновляющее послание, потому что это касается нашего будущего, дети — наше будущее. И когда вот, все-таки времена у нас непростые, и только сплотившись, вот как Айсен Сергеевич Николаев начал свое вот послание, мы преодолели трудности, да, ну и закончил свое послание будущим благополучием наших детей. И, соответственно, это действительно послание, которое направлено в будущее нашей республики, потому что дети — это самый ценный капитал нашей республики и нашей страны. Ну, мысль о том, что дети — наше будущее, действительно направленная, верно. Леонид Николаевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо. Ну а мы продолжаем программу. Газовая промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня Сахатранснефтегаз отмечает 20 лет со дня образования. На протяжении этого времени компания является надежной опорой эффективного развития топливно-энергетического комплекса. Акционерное общество в настоящее время снабжает голубым топливом 105 населенных пунктов республики. За 20 лет компания заняла достойное место среди ведущих газораспределительных организаций страны. Во многом благодаря деятельности Сахатранснефтегаза Якутия является лидером на Дальнем Востоке в реализации проекта соцгазификации. В этом году вновь перевыполнили план пуска газа, обеспечив голубым топливом порядка 2800 домов якутян, отметил в послании Айсен Николаев. Компания сама занимается не только модернизацией объектов, но и строит объекты. Это магистральные, распределительные сети, это сети внутрипоселковые. И, конечно, то, что сегодня компания является оператором социальной газификации, это очень важно. Наверное, все со мной согласятся в наших сложных природно-климатических условиях, когда приходит газ в село, в поселок, в район, в город, сразу начинается жизнь.
Идем далее. В Якутске стартовал первый дальневосточный форум недропользования при поддержке Роснедр и Минприроды России. Главная задача мероприятия – объединить регионы Дальнего Востока, федеральные органы, а также лидеров в развитии недропользования и промышленности. На повестке десятилетний план геологоразведки в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды» с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На открытии подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Министерством промышленности и геологии Республики и промышленными компаниями. На площадках форума выступят высшие должностные лица регионов Дальнего Востока, лидеры крупнейших промышленных компаний, руководители федеральных ведомств, ведущие эксперты федеральных университетов и научных институтов страны. Ожидается приезд иностранной делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Важные цифры о том, что более 5,5 миллиардов рублей вложено только в твердые полезные ископаемые, геологоразведку. А это золото, это серебро, это полиметаллы, это железные руды, что пройдены сотни тысяч погонных метров для поиска углеводородов и твердых полезных ископаемых. И все вот эти вот детали, самое главное эффект, мы сегодня проговорим. Да, для профессионального сообщества это погонные метры, это кубометры, а для людей это работа сегодня, работа для них и в ближайшей перспективе, работа завтра, работа для их детей и внуков. Факультет довузовского образования и профориентации СВФО проводит курсы по подготовке к ЕГЭ. Курсы посещают не только выпускники этого года, но и прошлых лет. Слушатели повторяют школьную программу. Подробности занятий у нашего корреспондента Даяны Федоровой. Факультет довузовского образования и профориентации перед началом учебного процесса подготовительного отделения для выпускников прошлых лет проводит профориентационные занятия, которые помогут сделать им осознанный выбор будущей профессии. Анастасия Максимова закончила школу в этом году, однако из-за того, что она не набрала достаточного количества баллов ЕГЭ, решила пересдать экзамен. Она учится на медико-биологическом профиле. В будущем хочет стать врачом. Мне понравилось на ВДОПе больше, чем в школе, потому что здесь более глубже дается информация, которая нужна для ЕГЭ. В школе, например, по биологии я изучала более упрощенную версию информации, например, по зоологии, по ботанике. А пройдя сюда, на ВДОП, мне прям дали столько информации, сколько я не смогла бы даже в школе выучить. На подготовительном отделении имеют право обучаться на бюджетной основе 14 категорий граждан, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой и второй группы, участники СВО, их дети и другие категории. Для них предоставляется место в общежитии и выплачивается ежемесячная стипендия. У нас набор идет сейчас на подготовительное отделение интенсив. Обучение будет с 15 января. Документы можно подать электронно, через электронную почту на сайте СВФУ ФДОП, ознакомиться, подать, там наши телефоны указаны, или можно подойти сюда на Кулаковского, 42, третий этаж, 323 кабинет. В следующем году произойдут изменения в КИМах ЕГЭ. Преподаватели факультета довузовского образования и профориентации первыми узнают об изменениях и помогают углублять школьные знания, восполнять пробелы и готовиться к сдаче экзамена. Любовь Васильева, Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. 25 лет со дня основания отмечает Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики. В 1998 году указом первого президента Михаила Николаева была основана Высшая школа менеджмента и маркетинга. Основной целью школы является повышение управленческой компетентности и подготовка управленческих кадров для госслужбы. За эти 25 лет подготовлены более 50 тысяч кадров. Напомним, в этом году президент Владимир Путин поручил начать создание подобных центров во всех регионах страны. Действительно, мы в этом плане, наш регион, это мы передовики, да, и действительно у нас сейчас немало практик, которыми мы делимся с другими регионами, где такие центры только создаются, действительно, мы сегодня собрались бывшие работники, коллеги, партнеры, с кем мы тесно взаимодействуем, да, наши заказчики, это в первую очередь органы государственной власти, с которыми мы формируем действительно такую систему трансформации государственного управления. Оркестр народных инструментов выступит 24 декабря в Большом зале Саха-театра. На концерте презентуют новый уникальный коллектив.
Арктический государственный институт культуры и искусств выиграл грант президента России по программе «Академическое лидерство. Приоритет 2030». Этот грант позволил развивать масштабные проекты, одним из которых стал Дальневосточный молодежный оркестр русских народных инструментов. Наша съемочная группа побывала на репетиции музыкантов. Баян, балалайка, домра и даже хомус. С помощью этих инструментов музыканты исполнят знаменитые арии известных композиторов. В канун Нового года музыку специально подобрали праздничную. Прозвучат произведения, начиная от классических, заканчивая джазом. У нас всех это праздник, как и для музыкантов, так и для тех, кто придет на этот концерт. То есть это очень такая интересная, очень яркая, насыщенная программа. Оркестр народных инструментов был организован в октябре этого года. Они уже выступили во Владивостоке и Уссурийске с концертом, который произвел настоящий фурор. Этот концерт смогут услышать и жители Якутска. Программа достаточно сложная, сложнейшая, виртуозная, и которая показывает высочайший уровень данного коллектива. Ну, конечно же, накануне Нового года зрителей ждет сюрприз. Ну, конечно, я сейчас о нем не буду говорить. У каждого дирижера есть своя, так сказать, изюминка. Вот она будет представлена. В составе оркестра солисты филармоний Дальнего Востока, студенты и молодые преподаватели колледжей, а также музыканты Сахалина, Камчатки и Владивостока. Изюминка моего выступления, скажем так, произведение «Я табун стерегон», такое очень интересное довольно-таки произведение. Это белорусская народная песня, но она сделана в такой джазовой обработке, импровизационной манере. Очень довольно-таки интересно послушать. Приходите на наш концерт, вы будете очень приятно удивлены. И это очень хороший концерт, вы не пожалеете. Яркая выразительность, артистизм коллектива и оригинальное исполнение классических музыкальных произведений никого не оставят равнодушными. Концерт состоится 24 декабря в Большом зале Саха-театра в 6 часов вечера. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Ленске начались новогодние утренники. Городское управление культуры организовало сразу 3 праздника для воспитанников реабилитационного центра, для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей, чьи отцы находятся в зоне спецоперации. Наша съемочная группа побывала на новогоднем утреннике. В этот праздничный день в Центральном доме культуры собрались семьи мобилизованных мужчин. Более 100 детей приняли участие в утреннике. Здесь буквально все было пронизано волшебством. С самого порога детвору встречали веселых героев из мультфильма «Летучий корабль» и приглашали их в новогоднюю сказку. Тематика у нас «Летучий корабль», который дети сейчас смотрят. Новый как раз мультик тоже вышел. И мы решили идти по русским сказкам. Даже если заметили, у нас елка новогодняя горит в цвет российского флага. Поэтому работаем, чтобы наши дети любили наши русские сказки. Для детей на сцене было разыграно настоящее представление. Тут и летучий корабль, Иван и царевна, которые очень хотели вернуться домой, а злые герои им не позволяли. Помочь им могли только ребята, которым предстояло разгадать загадки, спеть песни и станцевать, с чем они прекрасно справились. Мне понравилось очень. Когда мы веселились, водили клуб и все остальное, мне все понравилось. Мероприятие выдалось очень хорошим. На самом деле это приятно, что он поддерживает семьи, которые на СВО. После представления ребята дружно позвали Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Зажгли огни на елке и вместе со сказочными персонажами водили хоровод, соревновались, играли в подвижные игры. Дед Мороз в этом году помолодел. Весь утренник он пел, плясал и принимал участие во всех подвижных играх. Маленькие гости очень старательно и эмоционально исполняли стихи для Деда Мороза и, конечно, получали от главного зимнего героя сладкие подарки. Мероприятие очень хорошее, прям отличное. Детям очень понравилось. У нас масса впечатлений. Очень хороший утренник, все понравилось. Весело детям было. Даже маленькая танцевала.
В конце праздника каждый ребенок и взрослый смог сфотографироваться с любимыми сказочными героями и получить сладкий подарок. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.